Ассаламу алейкум, друзья. Витаю вас всех. Ассаламу алейкум. Шалом алейхим. Hello, guten Abend. И сегодня у нас 25 декабря 2025 года. 18 часов 1 минута по Берлину, 20 часов 1 минута по городу Джохару. Я вас всех, друзья, сердечно приветствую. Итак, наш стрим сегодняшний называется наш стрим, куда я все дел? Напоминаю вам, всем тем, кто находится во временно оккупированной Ичкерии, либо в фашистской России, пожалуйста, заботьтесь о вашей безопасности, будьте осторожны и не дайте себя привлечь к ответственности за правду, за просто попытку услышать правду. Разгром под Купянском, наступление обернулось катастрофой для России. Давайте об этом и многом другом поговорим. Да. Итак, давайте начнем. Всех, друзья, приветствую. Заходите, гости дорогие, располагайтесь. Итак, спасибо. Официально Россия заявила о захвате Купянска Харьковской области 20 ноября 2025 года. Начальник Генштаба вооруженных сил, так называемых сил вооруженных и так называемой Российской Федерации, Валерий Герасимов доложил так называемому просроченному Путину, что город полностью взят под контроль группировкой «Запад», а российские силы продолжают уничтожать окруженные украинские подразделения по левому берегу реки Оскол. Это заявление было сделано на фоне переговоров о возможном урегулировании конфликта и повторялось российским руководством, включая Путина и министром обороны, так называемого министра обороны, по факту министра нападения, Белоусова. В последующие недели как доказательство успехов на фронте. Украинская сторона сразу опровергла эти утверждения, назвав их преждевременными или ложными. Генштаб ВСУ заявил, что Купянск остается под контролем Украины, а в городе проводятся контрдиверсионные мероприятия против проникших российских диверсионно-разведывательных групп. Начиная с конца ноября-декабря 2025 года ВСУ провели серию наступательных операций в Купянском направлении. По данным украинских источников, включая командование корпуса «Хартия», Главного штаба вооруженных сил Украины и президентской Зеленского, ВСУ освободили значительную часть города, включая северные, северо-западные и юго-западные районы, например, микрорайон Юбилейный. Российские силы были оттеснены, их логистика нарушена, включая блокировку газопровода для проникновения и перерезания дорог. Остатки российских подразделений оцениваются в 80-200 боевиков. Оказались изолированы в центральной и восточной части города, без достаточного снабжения и постепенно сдаются или уничтожаются. Зеленский лично посетил Купянск 12 декабря 2025 года и записал видео у въездного знака города, чтобы продемонстрировать контроль вооруженных сил Украины. К концу декабря украинские силы освободили или вернули под контроль над территорией около 180-200 квадратных километров. В направлении, включая села вроде Киндрашовки, Редьковки, Мирового и лесные массивы. Независимые аналитики из Института изучения войны и геолокационные кадры подтверждают значительные успехи ВСУ. Город в основном под украинским контролем. Российские претензии на полный захват не соответствуют реальности, а контрнаступление ВСУ привело
к отступлению российских сил с западного берега Оскола. Российские источники, чтобы быть объективным, назовем их, Z-блогеры, там разные так называемые военкоры, Рибарь, два майора и другие Z-каналы признают серьезные проблемы, ситуация хуже критической, потеряна значительная часть, это я цитирую, потеряна значительная часть плацдарма, позиции ухудшаются, российское командование обвиняют в преувеличении успехов и преждевременном отводе резервов. Некоторые прямо говорят о потере Купянска или отступлении. Официальные российские заявления Минобороны РФ продолжают утверждать контроль, но без свежих доказательств. Бои продолжаются в городе вокруг него, на восточном берегу Оскола, в районах Петропавловки, Песчаного, Куриловки. ВСУ проводят зачистку остатков российских групп. Российские силы пытаются контратаковать и удерживать восточные позиции, но общая динамика в пользу украинского контрнаступления. Город сильно разрушен, гражданское население эвакуировано. В целом, российские заявления о захвате оказались преждевременными. Первоначальные проникновения в город не привели к устойчивому контролю, а украинское контрнаступление переломило ситуацию. Это один из случаев в конце 2025 года, когда ВСУ добились тактических успехов на фоне общего российского давления на других направлениях. И знаете, 4-й год идет война. Секунду. И так называемая первая, вторая там, или супер первая армия в мире по какой-то причине не может взять даже город Купинск, или Купянск, как будет правильно. До полномасштабной войны в 2022 году население, официальная оценка Украины, Госстата Украины оценивалась в 26 627. 26 627 человек. То есть это такое большое город, городского поселок, городского типа такой, или большая деревня это. У нас в Чечне, например, 15 тысяч, 10 тысяч населения. Это такая, не маленькая, средненькая деревня. Вот приблизительно за это докладывает Геращенко, или как его там, Герасимов, Путин, там все они радуются. И только лишь за то, что взяли, например, даже если бы они его взяли, 26 тысяч населения. Представьте себе, это просто смешно. Все брошено, весь мир там наблюдает за этим. Россия всех громит, всех побеждает. И не может взять Купянск. Вот такая вот непобедимая русская армия. Да, могут, когда хотят, могут победители. Так, кстати, у нас голосование идет, как обычно. Я вот начал запускать голосование у нас в YouTube, в чате, где я задаю вопрос. Вооруженные силы Украины полностью освободят Купянск в ближайшее время? Вопросительный знак. Да или нет? Так что, друзья, голосуйте. Сейчас 50 на 50 приблизительно. Кто как считает. Но давайте по-честному. Я понимаю, что россияне заходят и голосуют там и так далее. Но мы это говорим не для того, чтобы вас обидеть, россияне, а говорим вам правду. И, к большому сожалению, правда вас обижает. Вот такие вот вы люди, что вот если вам говорят правду, вы обижаетесь. Поэтому там гибнут, вот вы русские патриоты, которые смотрят, голосуют там и так далее, там побеждаете там Украину, самая ваша там супервеликая армия и все такое. Но вы должны понимать, что там гибнут те самые русские, за которых вы якобы печетесь. Кстати говоря, с украинской стороны тоже очень много русских там воюет. Поэтому
Вам нужно знать правду, объективную правду. Больна она, неприятна она, неважно. Это правда, она такова. И вы можете здесь сколько угодно бить себя в грудь, верить своему Герасиму и там Путину, а по факту гибнут-то простые там россияне, не только русские там гибнут. К сожалению, там и чеченцы гибнут, которых насильно отправляют, некоторых насильно отправляют на эту войну. Поэтому вы голосуете объективно, россияне, русские, когда вы заходите. Я знаю, вас много у меня смотрят. Вы на самом деле на первом месте по просмотрам у меня идете. Но вы должны быть как бы непредвзяты хотя бы. Да, понятно, война, все положено. Ну, надо же правду знать. Для того, что если ты знаешь правду, то как-то сможешь что-то где-то предотвратить. Так, давайте почитаю комментарии, быстренько пробегусь. Резван Машвойль. Так. Раманаз, приветствую, Машвойль. Так. Почему вы игнорируете потужность Запада? Пожалуйста, Дмитрий, объясните мне, что значит потужность вы вкладываете в этом предложении, в это слово. Так, еще один смелый из-за спины пропагандирует. Почему за спины? У тебя что, YouTube сзади стоит? Ты телефон сзади поставил? Я в лицо говорю тебе вроде бы. Под запись. Ты кто? Ты стратег? Россия еще не воевала, говорит Калашников. Да-да-да, Россия не воевала. Правда, почему-то по какой-то странной причине более миллиона, 1 200 000 уничтоженных и раненых бандитов как-то оказалось. Я представляю, если вы начнете воевать, как вы будете воевать. Почему вы игнорируете помощь Запада? В смысле мы игнорируем? Ни в коем случае. Ни в коем случае. Так, что-то я тут потерялся. Опять троллятина. Ну, вообще достали. Скоро всю Украину присоединим, не волнуйтесь, говорит Антон. Антон, да я не спорю, я верю, что вы присоединили бы. Проблема в том, что вы не можете этого сделать. А так, конечно, вы бы весь мир присоединили бы и заставили всех ходить в лаптях и играть на балалайке. Но, к сожалению, увы и ах, что-то пошло не так. Да. Сейчас, одну секунду. Сейчас, одну минуточку. А теперь я почитаю комментарий. Привет с Харькова. Привет, Ольга, привет. Добрый вечер, Муха, добрый. Так, я тут вопросов особо не вижу. Так, вижу тоже комментарии.
в том числе от троллятины. Так, сколько Украина вернула свои земли, говорит. Да ладно, Антон, ты вообще глупый. Ты просто, ты даже не тролль за деньги, который сидит. Чего они освободят ты из этой вселенной? Зелье уже готов отдавать территории. Вот, ну вот мне интересно, на самом деле, есть такие люди, вот как ты, которые пишут, которые реально верят? Или это просто троллятина мне пишет? Вы реально думаете, что реально там кто-то будет вам отдавать земли, что с России снимут санкции, что Россия потом нормально заживется, у нее будут соседи там нормальные? Этого не будет никогда больше. Понимаете? Ну, по крайней мере, в обозримом будущем. Ну, десятки лет этого не будет. Понимаете? Ваш уровень, россияне, вы не поняли. Вам дали свободу, вам дали технологии, вам дали возможность за первый раз немного заработать. Когда вы упали на колени перед Соединенными Штатами Америки в 91 году, и не надо сказки рассказывать, что там какой-то Ельцин и Горбачев это делал. Это ваше ФСБ, сегодняшнее ФСБ, то самое ФСБ, которое нас расстреливало, репрессировало, казнило за то, что мы не любим коммунизм и не хотим жить в коммунизме. И потом сама сдала этот коммунизм и начала уже служить Америке и Западу. Вот ваше КГБ это начало. Понимаете? И вот в этой системе, которая сложилась вашим вот этим КГБ, вы нам рассказываете о том, что вы куда-то там дойдете, вы куда-то победите. За всю эту историю в первый раз, когда ваш Ельцин полетел в Америку и сказал: Господи, благослови Америку, кстати говоря, Путин тоже так говорил. И вам всем придется это учить. Господи, благослови Америку, Соединенные Штаты Америки. И еще можете добавить и Великобританию. Ну и нашу Германию тоже туда добавьте. Ладно, черт с вами, уговорили. Поэтому, если вы считаете, что вы будете жить хорошо, вы уже никогда не будете жить хорошо, как при, кто там был, Клинтон, Обама и Байден. При Трампе все пошло наперекосяк. Это ваш друг, кстати говоря. Это все Трамп против вас мутит, понимаете? И у вас больше не будет ни прав, не будет, ничего у вас не будет. Вы Северная Корея будете, вы в сторону Китая движете, ни прав не будет. Ваших прав, для нас вы прав лишили, вы нас уничтожали, вы нам просто уничтожали под ноль просто. Все живое выжигали просто. И ваши демократы, и ваши имперцы, и все вместе, и ваши правозащитники, все вместе вы. Одни делали одну работу, другие делали там, прикрывали, делали другую работу. Вот вы добились этого. Поэтому, если вы считаете, что вы из этой войны выйдете какими-то победителями, вы очень сильно ошибаетесь. Вы глубоко ошибаетесь, вы жестоко ошибаетесь. Единственное, что вас ждет цифровое рабство, вас ждет тоже КГБшное рабство, которое на вас будет установлено. И у вас уже это цифровое рабство. Москва, по-моему, первое место, если не ошибаюсь, занимает по контролю. Ну, в принципе, это всего лишь этот контроль. Контроль над вами тотальный, абсолютно. И все контролирует ФСБ, ваша любимая. Понимаете? И вы должны, вы, россияне, должны понять, что вас уничтожают за ошибку Путина. За ошибку ФСБ, Патрушева и Путина. И всей системы учреждения этого ФСБ. Они хотели стать новыми дворянами. И вы, россияне, русские, в первую очередь, к вам обращаюсь. Поймите, наконец. Они хотели стать новыми дворянами. Не было никакой идеи там спасти русских, что какая-то там НАТО приблизилась и там она угрожает там, или оно угрожает. Не было этого.
Абсолютно. НАТО стоит полностью вокруг России. натовские ракеты, если украинские могут долетать, как вы думаете, из Тихого океана или с Северно-Ледовитого океана, думаете, оттуда из-под подлодок или с авианосцев не прилетят к вам ракеты? Или, может, они не прилетят там, я не знаю, с любой натовской европейской страны? 2-3 тысячи километров — это не расстояние для томагавков, понимаете? Поэтому они попробовали, у них не получилось. И Запад понял, что они слишком далеко зашло, ваше ФСБ, и хочет стать новым дворянством. А на территории Евразии, да и вообще в мире, Америка и Запад, и Великобритания не хотят, чтобы была какая-то там империя. Мир будет, я считаю, я так думаю, мир будет поделен на два лагеря. Это будет сторона Китая и сторона Запада. Демократия и диктатура. Вот на два лагеря мир поделится. Вы, россияне, часть окажетесь под Китаем, кому повезет, под Европой и Америкой с Великобританией. Остальные уходят под Китай. Под Китай, под Северную Корею. Ну, Северная Корея — это два будет таких песика у Китая. Это Северная Корея и Россия будет. Ну, которым сейчас является фактически Россия. Вот все, что вас ждет. Вы этого не понимаете, но они, ваше ФСБ, хотела взять Киев и стать новыми дворянами. Ну да ладно, бог с ними, пусть становятся дворянами, если у человека какие-то свои комплексы, и он из Шарикова хочет стать дворянином, ну, пожалуйста, пусть будет. Так дело в том, что если они становятся дворянами, вы становитесь холопами. Холопами вы и так являетесь, по правам фактически. Но они юридически вас хотят сделать холопами, понимаете? А они новое дворянство. Это ваши господа. Понимаете, вы сейчас гибнете только лишь за то, чтобы быть рабами. Вы можете понять, всю свою историю вы, россияне, воевали и гибли, чтобы стать рабами. И вы славную русскую традицию продолжаете. Сейчас вы людей, называя их своими братьями, а там живут русские, такие же русские, как вы, это реально могут быть вашими братьями. Так вот, вы их, это свободные люди, которые не хотят быть рабами. Вы их убиваете, сами гибнете, чтобы быть рабами, и их сделать рабами. Вы их называете больными русскими, что они там ошиблись, что их там прозомбировали и так далее. Так нет, это вы больные. Понимаете? Вы должны это осознать. Вы больны обманом и пропагандой, которую вам тоже ФСБ навязала. Это нужно понять. Дорогие мои. Ой, что мне с вами делать? Жалко ведь, боже, да? Гибнет. Ладно, вы бы ФСБ люстрировали, посадили бы их там, или как после смерти Сталина всех, зачистили бы всю эту гибню. Ну и же это уже не сделаете. Сидите, идете, вас там утилизируют, какие-то мясные штурмы. Вам не стыдно, русские, россияне, когда вас называют мясом, мясными штурмами называют. Это просто принято у вас. Понимаете? Здесь в Европе находятся так называемые оппозиционеры, которые сюда сбежали. Они пытались представить, что заградотряды — это чеченцы, это кадыровцы, это чеченцы. А все пленные русские рассказывают, что минометы, обстрелы, расстрелы, сбросы там с разных этих дронов делают русские. Понимаете? Вот это и есть заградотряды. Понимаете? Вас уничтожают, утилизируете вы сами. Ну сколько это можно объяснять? Понимаете? Ой, Шешен Алга, приветствую, кака. Так, друзья, кто мне там подарками заваливал? Спасибо. Так, это был Савелий и Ислам Баркал. Спасибо вам, парни. Так, да, у меня тут одна троллятина. Савелий еще раз.
кем лучше быть, рабом или бомжом, говорит. Лучше не быть ни рабом, ни бомжом, конечно же. Но я тебе скажу, лучше быть бомжом, чем рабом. Ты хотя бы свободен. Так. Горят, горят, Макс, не то слово. Они очень обиделись. Они обижаются на правду. Правду не любят на России. Это правда. Спасибо, что вы нас поддерживаете. Привет из Крапивницкого. Да, по-моему, сейчас я тут все уезжаю. Спасибо, Алена Горденко, спасибо большое. Салам. Салам Маусун. Не понял. Кудрат, салам. В любом случае. Салам. Алейкум султан. Алейкум салам. Алейкум салам. Так. Так. Подлетное время ракеты из Донецка до Кремля и из Берлина. Есть разница, говорит. Но, возможно, есть, наверное, разница. Только для вас, может, во временном смысле, да, есть разница. Только для вас никакой разницы нет. Вы ничем это сбить не можете. У вас ничего не работает. Ваше ПВО это двухстволка, либо там пулемет, там, который стреляет эти дроны. Поэтому чушь собачья. От Финляндии долететь до Санкт-Петербурга, тоже скажу так тебе, ближе, чем от Донецка до Москвы лететь. И так далее, и так далее. Поэтому если просто по вам нанесут удар то же самое НАТО, которого я как бы якобы боитесь и прикрываетесь вот этим, если их ракеты полетят, ваш ПВО просто будет перегружено, и оно ничего не сможет сделать. Если одну ракету забьет из 10, хорошо, а по вам тысячи их полетят, понимаешь, томагавку. Ичкери, Жасасына, салам алейкум, салам, кака. Казахстан, Алла, как дела, Сава? Все отлично, Султан. Баркал, сейчас на России 38-й год. Абсолютно, Султан. Он был у нас, в Ичкерии, но теперь Россия уже как бы поедает сама себя. Такая онкология, раковая опухоль. Приветствую, какой тэп вы относитесь? БМВ меня спрашивает. Я тэпа на шхо. Что-нибудь тебе говорит этот тейп? Привет, Нина, доброго вечера и вам. Так. Алейк салам, Марк Тур. Слава Украине. Героям слава. Аллах Акбар, Аллах Акбар. Ну, я смотрю здесь, сейчас я выключу этих троллятину, потому что она, конечно, она нам стрим раскачивает, он 1000 человек у нас смотрит, все как положено, смотрела только что, но все равно троллятина нас отвлекает. Мы дела тут серьезные делаем, так что давайте троллятина на заслуженный отдых. Уже я почти полчаса вас терпел. Так. Победа, возрождение, мира и процветания Украине желаю. Амин, амин, присоединяюсь. Бу беуст лебед. Так. Чингисхан завладеет Москвой. Да, Самех, Машволь. Точно. Савелий.
Так, Аслан, на России только 2008 годах хорошо было. Ну, это, как сказать, да. Если ты имеешь в виду в финансовом смысле для русских и для других россиян, да, да, то, что кавказцев репрессировали, а чеченцев убивали вот все эти годы. Так что, а причем называя нас россиянами. Так что это так еще. Вилами по воде писано, как там хорошо жили. Но финансово, да, немножко у россиян улучшилось положение. Улучшилось. Но улучшилось оно или нет, ну вот все. Хорошо пожили и хватит. Нечего и начинать даже, как говорится. Нежели богаты, нечего и начинать. А то так себе возомнили там какие-то там Мерседесы, Ламборгини, там и все остальное. Хватит, хватит. Хватит. Давайте на Жигули или что вы там, уже своих-то нет, на китайские что-нибудь пересядете. Ничего, я вам фотографию пришлю своего Мерседеса. Будете смотреть на него. Да. Будете хвастаться. Помните, как раньше там пачки сигарет собирали, Мальборо, там спичные коробки, там Дональды, все остальное. Молодежь не помнит, мы все помним. Так что я вам буду фотографии присылать. То с одного бока пришлю свою машину, потом с другого. Все нормально, не волнуйтесь. У вас все будет хорошо с моей фотографией. Да, от вас до москвичи. Мерседес уже китайский. Ну, и я бы так не сказал, конечно. General Motors вообще-то. Фашиста Удальцова мемориал признал политзеком, а врагов режима почему-то не признает. Ну, мемориал, если вы про российский мемориал, у нас здесь и в Германии тоже есть мемориал. Тоже какой-то странный, и он здесь в Германии, я вам скажу. Очень необычный. Но то, что делает мемориал, да, они много документировали дел по тому, что происходило в Ичкерии, но фактически там тоже очень разные люди живут. Живут и работают и так далее. Нету на России правозащитников. Я вам как правозащитник и как чеченец официально заявляю. Те, кто были настоящие борцы за права, это Наталья Истемирова, можно причислить Политковскую Анну, их убили. Можно Маргелова причислить, которого, кстати, не нужно забывать. Это был настоящий мужчина, настоящий адвокат, настоящий борец за права. Поэтому нет там никаких правозащитников. Нету. Есть пособники фашистского КГБшного режима там. Понимаете? И на нашей крови, на нашем горе делали себе имя и на Западе, и в России. И мы теперь будем их разоблачать. Мы хорошо просили, надеялись, что нам помогут. А они помогали своим солдатикам. Понимаете? Вот чем они занимались. И прямо говорят, он этот, как его, Орлов есть такой, как бы, ну, просто будем называть их российским правозащитником, и этим сказано, что это никакой не правозащитник. Российский правозащитник Орлов прямо рассказывал, что я не был за чеченцев, я за наших русских мальчиков был. А где же непредвзятость, а где же защита прав человека и так далее. Это пособники. Это одни из тех российские правозащитники, которые довели сегодня чеченский народ до этого состояния. Поэтому всем чеченцам, которых там кто-то в Армению пытается вывести, сюда куда-то в Европу, там, сейчас уже в Европу не вывозят, ну, пытались там, еще какие-то вещи. Не верьте им. Они вас обманут, продадут тому же КГБ. Понимаете? Как это произошло вот с убитой девушкой в Армении, которая поверила, поехала в Армению, там ее убили и сразу начали распускать слухи, что это чеченский там какой-то кодекс чести там и так далее. У них каждый день убивают русских женщин свои мужья дома, и не только мужья. И они об этом не трубят. А тут вспомнили про чеченцев. А я почему-то вот про чеченцев зову помощи, прошу у всего мира. Я что-то не вижу этих правозащитников, чтобы они со мной связывались, чтобы они какую-то помощь оказывали. Вот нету их, этих правозащитников. Понимаете? И может быть, мы делаем недостаточно, чтобы много что изменить, но мы делаем ровно настолько,
чтобы было понятно, что эти люди, это симулякры. Российская правозащита, вся вот эта непонятная байда. Так, поехали дальше. Экономический рост долга, так, это был при 2 сроках Путина. В Дагестане было в этом году пипец. Они живут. Так, то же самое свобода слова. Саламаш, Алдуун, на самом деле Саламаш, Маш. Ты кто по жизни? Я царь России по жизни, Лаки Хантер. Устраивает тебя такой ответ? Си видит в России только национальность Сирус, которая говорит только на мандарин. Не понял я. Наверное, что-то... Сирус будет каждый иметь свой номер. Наверное, я что-то пропустил. Наверное, я что-то пропустил. Ну, да ладно. Короче, тут во Франции задержали российского банкира Владимира Антонова, совладельца Балтийского банка Снорас, ликвидированного после обнаружения недостачи на сумму примерно 1 миллиард евро. Антонов бежал сначала в Великобританию, потом в Россию. В итоге его нашли во Франции, где он жил по поддельным документам, выдавал себя за гражданина Украины и даже просил убежище от войны. Гибня всех своих вот этих зиц-председателей, которые вот такие там банк возглавляли где-то там, они там оформляли на них, потом миллиарды выводили через них, забрасывают в Европу. Идет, да без остановки. Процесс заброски идет постоянно. Направляют сюда, забрасывают сюда свою агентуру. Ну и здесь, конечно, совсем не справляются, но я вижу, что борются. Не так, как я хотел бы быстро, но борются, знаете, неотвратимо просто борются. И это успокаивает меня. Да. Так. Так, одну секунду. Короче говоря, в Израиле тоже очень интересное событие намечается. Буквально пару дней назад Нетаньяху предложил, премьер-министр Израиля, предложил провести правительственное расследование нападения Хамас 7 октября 2023 года. В знак протеста родственники и семьи заложников и погибших разорвали документы, связанные с этим законопроектом о создании правительственной комиссии. То есть евреи требуют, чтобы была независимая комиссия. И трудно с ними не согласиться. Трудно. Это что за разговор? Даже вообще обсуждения не должно быть. Как потерпевшие сказали, так и должны сказать. Если это слуги народа, которых мы избираем, а не наши хозяева. Поэтому, слуги народа, пожалуйста, будьте любезны, прислуживайте народу. Раз вы добились таких постов, доверия от нас, пожалуйста, все так должны, все до единого. Поэтому будем смотреть. Привет из Черногории. Привет.
Смотрите, этот пишет. Тахутские флаги повесил и качает тут. Это нечто, говорит. Это, говорит, нечто, у которого ник Панкратионов. Понимаете, да? Кто такой Панкратион? Это якобы спортсмен, он здесь, наверное, здесь себя. DLC дол того, что за DLC адор лемару дерес хуй масера дор хуй. DLC. Так, что с моей книгой? Ну, у тебя же, у самого получается, не совсем, не очень мусульманский у тебя ник получается. А тут мне ты что-то... Да какой ты спортсмен? Ты этот, как его, гладиатор подхолопный, понимаешь? Служишь руснедием. Салам, салам, зен ритум. Как ты не качаешь? Ты зашел, предъявляешь мне за флаги. Ты подхолопный, понимаешь? Ты не просто сам холоп, ты подхолопный. Ты заходишь мне с ником Панкратионов. О чем ты говоришь? Тагут, кафиры, какие-то еще там бред ты собачий несешь. Зачем ты это говоришь, я не понимаю. Ты сам под холопами живешь, понимаешь? Ты делаешь то, что они тебе говорят. Понимаешь? О чем ты вообще можешь? У тебя в приличном обществе нету слова вообще. Понимаешь? Просто даже если руку поднимешь, понимаешь, у тебя нет слова в приличном обществе. А у нас здесь приличное общество. Так что можешь уходить отсюда, ты нам здесь не нужен. Так, где у нас тут наши комментарии? Давайте вернемся. Так, ассаламу алейкум, не мог комментарий отправить уже 15 минут, YouTube не пропускал. Так, приветствую, Питер Вольф. Си, начальник русский. Да, у России новый хозяин появился, у русских новый царь, император целый, китайский. Да. Молодцы, молодцы. Не получилось стать новыми дворянами, ну хотя бы китайскими дворянами, новыми русскими дворянами, ну хотя бы будут ФСБшники китайскими дворянами, ну а русские холопами как хотели, так и будут дальше, ну уже китайскими. Ну как хотели, извините. Путин изменил тактику войны и речь. Теперь Путин хочет вернуть свою все исконные русские земли в Украине. Это ужас, какие сказочники. Да-да, это... Ну, у него другого выбора нет. Его задача максимально продержаться, пока украинцы не сломаются. Вот его задача, чтобы год надо, 10 лет надо, вот это мясо, так называемое мясо, посылать туда, и все. Вот им держаться нужно. И причем, если все-таки это мясо, так называемое, не выдержит украинских ударов и разбегутся, они уже на грани, то если украинцы пойдут на Москву, то в этот момент уже и в Москве подготовлено мясо, которое дальше будет защищать. Ну, короче говоря, как Гитлер будет и детей, и женщин, и всех бросать на то, чтобы хотя бы один день прожить, чтобы это ФСБ просуществовало. Поэтому дела у них вот такие. Скажите, пожалуйста, какие у вас идеи, взгляды касаемо Чечни и Дагестана? Очень интересно, вы хотите независимости для них. Дагестан может ли быть независимым, учитывая столько народов там? Вы хотите в форме конфедерации независимости Дагестана, либо федеративное устройство? Эдвард Бирс 06, Бир 06. Я никакого отношения к Дагестану не имею, я чеченец. И у нас есть свое государство. Дагестан это российская провинция. И, к сожалению, пока народ Дагестана этого не заходит, не отдельные бойцы, отдельные воины, которые сражаются, гибнут, и таких будет всегда в Дагестане, это должен решить народ. Мы живем в демократическом мире, в демократической парадигме, и нам нужно именно в этом
направлении, чтобы дагестанский народ проголосовал. Именно народ, все вышли, провели выборы, референдум, если необходимо, и так далее. Хотя референдума для Дагестана не нужно, в принципе не нужно, потому что Дагестан имеет право, Советский Союз не существует, и Дагестан не должен быть, находиться. Но дело находиться в составе Российской Федерации. Но дело в том, что Дагестан уже признал себя россиянами. Просто я общался с очень многими дагестанцами, и когда я им говорил про вот свободу Дагестана, ну я тебе скажу, я был разочарован просто. Я не встретил практически никого, кто разделял бы мои взгляды. А у меня много было знакомых, общения с Дагестаном, с дагестанцами. Поэтому Дагестан это пусть решает народы Дагестана, которые там проживают, как им быть. Чеченская республика Ичкерия временно оккупирована, и она будет деоккупирована. У нас есть на это все основания и права. Мы потеряли, заплатили слишком большую цену, чтобы от этого отказаться. Поэтому объединяться с одним Дагестаном, я, даже если Дагестан проголосует и захочет стать независимым, тоже не вижу никакого смысла, хотя Дагестан это соседняя наша страна и выход к морю Каспийскому и так далее, и это выгодно и нужно нам, но без Грузии, без Азербайджана и без Армении Кавказ будет не Кавказом, то есть будет не полным Кавказом. Поэтому, если мы делаем конфедерацию Кавказа, мы должны с учетом вот этих трех государств, а также, конечно же, черкесов, которые, как и чеченцы, разбиты, развеяны, разделены, находятся в разных концах, уголках мира. Поэтому вот как я это вижу. А Дагестану еще много что предстоит сделать. Дагестанским народам предстоит, и ты прав, там много народов, национальностей, и они должны сами определить свою судьбу. Но я не вижу, что дагестанцы ведут работу в этом направлении, понимаешь? Не вижу просто. Я вижу, что есть разные пропагандисты религиозные, которые сидят, чушь, которую они несли во время геноцида Дагестана, когда уничтожалась дагестанская молодежь. Несли эту чушь. Чудом они сами не пострадали, выехали, здесь находятся и продолжают нести свою чушь. Абсолютно в демократической стране проживают, некоторые в Европе, некоторые в Турции и так далее. Поэтому вот так я это вижу. Но я знаю, что у России есть план объединить две свои российские провинции, Дагестан и Ингушетию, с временно оккупированной Ичкерией в единое исламистское гетто, где будет новый сектор Газа 2.0, где будут нападать на христиан, на иудеев там, и так далее. Ну, короче, фашистский анклав, который был в секторе Газа, вот они планируют сделать у нас. Это давно большой идущий план. Именно для этого главарь банды УФСБ, временно оккупированной Ичкерии сейчас, Дмитрий Кечкин, 15 лет там, с 2000 года проработал в Дагестане, начиная с самого там опера и заканчивая заместителем главаря банды УФСБ по Дагестану. Именно во время, когда Дмитрий Кечкин был заместителем в Дагестане, был подготовлен, зазомбирован и отправлен на смертельную вот эту террористическую атаку Тамерлан Царнаев. И за бостонским терактом, конечно же, стоит российская ФСБ, и я уверен, что за этим стоит и Дмитрий Кечкин, и его непосредственный начальник. Потом его перевели на год в Ингушетию, там он все проделал, и сейчас его перевели в Ичкерию. И теперь они собираются объединить единый анклав, исламистский анклав под эгидой ФСБ, под видом там мусульмане, там ислам там, и так далее, и так далее. Так вот, мы раскусили этот план, всех их, и Кечкина, и все ФСБ, и всех, кто хочет это, посылаем за русским кораблем, и не имеем ни малейшего желания идти по их сценарию и подыгрывать им. Поэтому те, кто начинают нам сейчас говорить, объединяемся там туда-сюда, объединяемся на демократических основах, соблюдая наш суверенитет и нашу государственность. И Дагестан, и Ингушетия должны провести референдумы, должны провести выборы, и народы должны сказать, чтобы мировое сообщество, как когда-то увидело
единство чеченского народа, увидела единство этих народов, и они хотят реально жить свободно. И на основании этого мы можем присоединить их всех, ну, Ингушетия это отдельный вопрос, ну, Дагестан, например, присоединить к Большому Кавказскому дому, который обязательно нужно построить. Нам, всем жителям Кавказа, гражданам Кавказа. Я надеюсь, я вам ответил, раз вы очень хотели знать мое мнение. Так. $10 миллионов китайцев едут в Москву выращивать помидоры, чтобы спасти Москву. Отлично. Да, это правда. 80% за Россию, не говоря о бывших советских граждан. Да, они ящик смотрят. Да, смотрят ящик, это точно. Единственный Дагестан, с которого хотят отделения от России, это вот этот и прочие товарищи. Это все симулякры, которых ты сейчас перечислил. Это все симулякры, никакого отделения не хотят. Они хотят какие-то свои цели преследовать. Хорошо. А вот как вы видите будущее независимой Чечении? Кисти рубить за воровство? Какая форма правления? Унитарное или федеративное устройство? Демократическое или авторитаризм? Во главе шариат есть план. Эдвард, я не знаю, вы такую, извините, конечно, вы такую чушь сейчас несете, рубить руки там и так далее, и так далее. У нас демократическое правовое государство. И во время войны всякое бывает и всякое происходит. Но когда мы освободимся, мы будем жить в своем демократическом правовом государстве. И это уже решено нашим народом. И никто это изменить не может. А во время войны какие-то процессы происходили, но много чего происходило. Это правда. Но по факту, на самом деле мы являемся демократическим, правовым, независимым, суверенным государством. Чеченской Республики Ичкерия. Так, DE Reality. Баркалу алейкум ассалам. Приветствую и тебя тоже. Спасибо тебе за донат, Деон. Ну, не нужно, не надо эти донаты, тем более такие большие. Так. В прошлый раз ты мне прислал 450 евро донат. 450. Сейчас ты 60 прислал. Так вот, мне YouTube, по-моему, около 200 евро только перевел. 150, нет, 250 где-то потерялись. Больше 50-60%, представь себе. Неплохо так YouTube за счет меня тут выживает, блаждается. Так, Чечня или Ичкерия? Чеченская Республика Ичкерия, да, навеки вечная, суверенная, демократическая и правовая. Алтыхон, Алтыхов или, если я ошибся. Так. Мага Узиев. Алейксалам, Мага. Я думал, они хотят превратить Дагестан во что-то похожее на Иран, Пакистан, Афганистан, Марокко, Египет. Иран, Старсклайд, Иран. И причем и вот этот анклав, исламистское гетто из Ичкерии, Ингушетии и Дагестана будет управляться, финансироваться, как это было в секторе Газа, Россией. Идеологически зомбировать будет Иран, как он это делал в секторе Газа. Причем уже давным-давно идет подмена шиизма на суннизм. Понимаете, вот так вот эта вся подмена идет. Понимаете, вот эта работа ведется. Поэтому это будет дальше продолжаться в этом смысле. Опять, DE Reality. Не надо. Баркал DE Хуйлон. Кстати говоря, то, что в прошлый раз прислал, ты тогда не успел, я как раз стрим закончил, и они упали.
И они забрали 50 или 55% у меня с этого. Поэтому давай лучше я приеду к тебе и лично у тебя соберу эти деньги, чем ты будешь мне через YouTube присылать. Так, так. Это пятница. Так, Баркал, you amazing. Валейк салам, Берзлой, Машла, Ожила, Мокш, Парат, Дик Адал, Дал Бухаста. Так, я тебе более чем достаточно ответил, и твои отвлечения меня от моей темы основной уже больше не принимаются. Я тебе слишком много уделил внимания. Так, а то, что ты пишешь, ты чушь за чушью пишешь. Перестань уже писать чушь, хватит, а то забаню. Я далеко от тебя. Ну, я подожду, пока будешь близко, да. Вот в Дагестане есть шииты в Дербенском районе. Азербайджанцы говорят, что их Иран финансирует, укрепляет позиции шиизма, а остальным это очень не нравится. Вот об этом я и говорю. У нас, да, есть, в Дагестане есть шииты, на Кавказе очень много проживает шиитов, в Азербайджане 50%, если не больше шиитов. И, ну да, в принципе, эта работа ведется, и она будет вестись дальше. Всех вот этих террористов из сектора Газа вывозят к нам туда, на Кавказ. Строятся дома как для беженцев, так и для тех, кто погиб в войне против Украины. По некоторым данным, до 10 тысяч убитых и раненых из Чеченской Республики, Ичкерии, оккупированной фашистской России, насильно либо за деньги отправлены туда воевать против Украины. И строятся им дома, застраивают все. И они собираются сделать такой мощный анклав из этих ветеранов. Ну и идеологическая подготовка, она будет идти со стороны вот этого религиозного шиизма, который, скорее всего, будет исходить из Ирана. Ну вот такие вот они планы строят. Главное, мы должны быть просто понимать, куда они нас ведут. Понимаете? И не дать себя просто подвести под их рамки. Когда уже закрутится это, когда кровь прольется, когда уже толпа пойдет, тогда это уже будет трудно. Но если на подступах мы раскусим, а мы раскусили, раскусим и будем объяснять людям, то мы не дадим себя втянуть в это, понимаете? И не должны дать ни в коем случае себя втянуть. В Азербайджане где-то 66% шииты, 30% сунниты. Но там нет религиозных, как Дагестан, Чечня, Ингушетия. Там нету просто российской ФСБшной пропаганды, которая промывала мозги 25 лет азербайджанцам, как она это делала у нас на Кавказе. Понимаешь, вот почему это. Религиозность есть. Азербайджанцы достаточно религиозные люди. Просто нету вот этого радикализма, который нам ФСБ навязывает. И уничтожала нас заодно. Уничтожала и, конечно же, навязывала свою пропаганду. Мы не должны просто на это поддаваться. Этим занимается ФСБ через свои ячейки других стран. Да, Асламбек. Асна Европе, Анохчи Матаеш, книг, шюй, пишут, печатают литературу. Сунцага, Берзлой. Сунцага. А сейчас эти агенты ФСБ и сектора Газа завезли в Дагестан, чтобы они радикализировали население. Да, радикализировали, чтобы они показывали, что они борются с Израилем, с евреями, и что вот мы вместе должны, Америка, как мы знаем, пришла на Кавказ, и что Азербайджан очень близкий с Израилем.
И им нужно каким-то, а у нас у чеченцев с Азербайджаном хорошие отношения, и с грузинами хорошие отношения. И теперь нужно нас стравить. Вот помните, самолет хотели сбить над Грозным, над бывшим Грозным, ныне город Джохар. Это делалось для того, чтобы азербайджанцев настроить против нас. И это дальше будет продолжаться. Дальше это будет продолжаться. Какая-нибудь провокация будет под видом, под фальшивым флагом, под флагом якобы чеченцев против азербайджанцев. Или у азербайджанцев будет провокация против чеченцев, якобы азербайджанцев. И вот эта работа будет вестись. Вот, а самолет, который они хотели сбить, благодаря тому, что российские ракеты, как обычно, оказались плохими, скажем так, не будем выражаться, и не смогли сбить они этот пассажирский самолет до конца, и он дотянул через Каспийское море до территории Казахстана, и там при жесткой посадке десятки человек, более 30 человек тогда погибло. И ну, некоторые выжили. И мы тогда узнали, что стреляли не из пулеметов и автоматов, а из российской военной вот этой противовоздушной обороны, вот орудием стреляли. И самолет по плану два раза, один раз его в Махачкалу ему не дали сесть, в Махачкале в аэропорту, потом в Грозном, в Джохаре ему не дали сесть. И потом на третий раз, видимо, они его заводили, чтобы россияне могли его, военные российские, подстрелить удобно. Подводили его, как охотник загоняет дичь, этот самолет. Они у него выстрелили, два раза выстрелили шрапнелью. Вы все это знаете. Шрапнелью там пробил фюзеляж, был пробит фюзеляж, ранения внутри люди получили. И потом, когда самолет упал, мы узнали, что с него стреляли вот российские военные. Потом все и доказано было, все и так далее. А по факту самолет должен был упасть в Каспийское море. Все, нет следов, все погибли. Понимаете? Обломки за разбитый польский борт номер 1, который ФСБ сами уничтожили, и потом добивали раненых на земле. Они до сих пор эти обломки им не отдали. Понимаете? Понимаете? А трупы, которые они отдали, польских вот этих высокопоставленных чиновников, они их там так разрезали, чтобы шрапнель оттуда или там взрывчатые осколки, все это убрать. И некоторые трупы были вообще просто разобраны на детали, чтобы потом поляки не смогли доказать, что их самолет был либо взорван, внутри самолета взрыв произошел, либо его подстрелили, он упал и так далее. И до сих пор обломки не отдали. То же самое должно было произойти с азербайджанским самолетом. Поэтому вновь и вновь я призываю всех чеченцев и азербайджанцев, против нас будет еще провокация. Потому что наша дружба, как заложенная еще Шамилем Басаевым, она всем мешает, она никому не нужна. Да, у нас и сотни лет, да, и в Азербайджане есть очень много людей, которые имеют корни происхождения от чеченцев. Это Нахичеванский район и так далее. Поэтому и дружески так сложилось с Азербайджаном. Мы были всегда в дружеских отношениях. Азербайджан принимал наших беженцев, очень сильно помогал. И само отношение простых, обычных азербайджанцев было самое-самое человечное. Я как свидетель это могу сказать. Потому что это забыть чеченец не должен. И будет против нас провокация. Нужно Азербайджан настроить против нас. Он за Израиль, он плохой, он там за Америку и так далее. И таким вот образом нас натравить друг на друга. Мы не должны на это поддаваться. Ни в коем случае. Ни с Грузией, ни с Арменией, которые тоже сейчас потихонечку отходит от покровительства, скажем так, фашистской России. И потихонечку начинает дрейфовать в сторону Запада, в сторону цивилизации. Посмотрим, как армяне себя поведут. Здесь на Западе тоже очень много армян. В Америке, во Франции очень много армян, которые против России. И в этом смысле хотелось бы, чтобы внутри Армении тоже и к Азербайджану отношения изменили. Потому что там люто просто азербайджанцев ненавидят до сих пор. Особенно после поражения на Горном Карабахе. И отношение вообще ко всему они поменяли, было бы хорошо. А так, армяне, у нас в Грозном жили очень много армян. С большим уважением относимся к армянам. Это наши первые христиане на Кавказе. Это
ну, наши соседи фактически. И мы все должны, ну, если мы, конечно, мудрые и умные, как мы себя, кавказцы, считаем, древние, мудрые, умные. И вот если мы мудрые и умные, а мы таковыми есть и должны себя такими проявить, мы должны сделать все, чтобы мы были единым Кавказом, и чтобы нами никто не манипулировал, никто нас не стравливал, и чтобы не было крови. Вот что нам нужно. А кто последний халиф? Кто воевал? Что ты говоришь, Осман? Не могу понять. Аслан, не только чеченцев, но и лезгинов тоже травят на азербайджанцев. Ведь кому нужно травить кавказский народ друг на друга? Это Москве. Да, абсолютно верно. Абсолютно верно. Сейчас на территории Дагестана и Азербайджана хотят создать вот, Кавказскую Албанию. Хотят создать Лезгиностан. Я не против, чтобы любой народ имел свое государство. К лезгинам отношусь с большим уважением, как ко всем народам Дагестана. Но сейчас, если это делать, это манипуляция. Почему не делали лезгины этого раньше? Почему они молчали, когда мы воевали? Хотя лезгины воевали, погибали, но, я имею в виду, государство свое не объявляли. Почему об этом не говорили, не делали? Сейчас это начинается делать. Именно когда сейчас нас хотят натравить на Азербайджан. Неважно, чеченцев хотят, лезгин хотят, аварцев хотят натравить на Азербайджан. Для нас это катастрофа. Понимаете? Из нас хотят сделать исламистское гетто. Понимаете? Исламистское гетто. И вот это гетто они будут использовать. Как они вот этих арабов сектора Газа использовали. Арабов Палестины. Как-то так. И нельзя на это поддаваться, даже если... Давайте подождем, давайте решим этот вопрос. Все сейчас в мире, все сейчас стабилизируется, успокоится. И мы тогда уже спокойно между собой. Мы же кавказцы. Что нам? Мы что, враги друг другу? Мы кровные враги, мы убивали друг друга? Нет. Мы всегда жили в мире. Вот кто уже оказывался в нашем кавказском пространстве, мы всегда жили в мире. Всегда умели решать конфликты, даже если они возникали. Поэтому давайте двигаться в сторону объединения. У них гибридные войны в соцсетях. Адыги, чеченцы, лезгины против азербайджанцев. Армяне, лезгины против азербайджанцев. Ага, вот я просто не слежу, Старсклайд. Вот именно об этом я как раз и говорю. Нету чеченцев, которые против азербайджанцев. Вот просто физически я не видел. Понимаете? Я там я не знаю, из 100 человек одного могу найти, кто против Израиля найдется. Но я не могу найти ни одного из 100 человек против Азербайджана. И вот нам специально вбросы делают в интернете, сидят и там накапливают ненависть у азербайджанцев и накапливают ненависть там у чеченцев, у лезгин, которые сидят, ну, читают это все. А работает троллятина. Именно когда этот самолет они попытались сбить над городом Джахар, бывший Грозный, тогда просто, вы обратите внимание просто, это всегда так бывает, моментально началась такая массовое нападение азербайджанцев якобы на чеченцев. Чеченцы, не Россия, откуда у Кадырова ПВО? Что ему Россия ПВО дает? У него даже танков нет. Они БТРы максимум, что им разрешено. Им больше ничего, ни пушек, ни гаубиц, ни града, ничего у этих пророссийских чеченцев там нет. И потом чеченцы, якобы чеченцы, на азербайджанцев начали гнать. И вот сразу это бросается в глаза. С каких это пор столько, ну ладно, одного чеченца из миллиона нашли против азербайджанца. Ну, чтобы там сразу 1000 человек собрались и сразу... Причем самолет еще только-только упал еще, и нужно было отвлечь внимание просто. А потом все опять прекратилось. Никто не извинился. Это все троллятина делает. Это ведется такая работа. Понимаете? Так, привет из Алматы, Кавказе, Ганжинеч. Привет, Алмата, Алла, Казахстан.
вот эти гибридные войны ведутся, да, и накапливается вот эта ненависть, негатив. Это большая работа, она будет продолжаться еще очень долго-долго. Адик далее берді. Спроси у лезгинов, 1 из 10 скажут, что они против России, 8 из 10 скажут, что против Азербайджана. Но это беда, беда, вот это проблема, очень большая проблема. У кавказцев один отец Кавказ. Да, Асланбек, абсолютно верно. Абсолютно верно. Так, что у нас? Троллятина. Вы у нас в пролете. Так, секунду. Отличная новость, я смотрю. С нашими сердцами, полными света и любви, с Рождеством и счастливыми праздниками, знакомство с нашим правнуком Вилли в первый год было благословением и напоминанием о нашей надежде на будущее. Мы желаем вам и нашей стране, чтобы мы продолжили искать друг друге любовь, доброту и сострадание. Бывший президент Джо Байден. Президент США Джо Байден. У него родился правнук. Поздравляю, господин президент. Поздравляю. Кстати говоря, поздравляю с Рождеством вас, дорогие мои друзья. Поздравляю всех, друзья, с Рождеством от себя лично. И от имени всей нашей ассоциации Human Rights Center Ичкерия сердечно поздравляю вас с Рождеством Христовым. Пусть этот светлый праздник наполнит ваши дома теплом, радостью и миром. Пусть Вифлеемская звезда освещает ваш путь, дарит надежду и вдохновение на новые добрые дела. Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, семейного счастья, душевного спокойствия и исполнения самых заветных желаний. Пусть в новом году нас всех ждут новые достижения, плодотворное сотрудничество, ощущение настоящего чуда, которое начинается именно в Рождество. С наилучшими пожеланиями и вся команда Human Rights Center Ичкерия. Вот такие вот дела, друзья. Сегодня, точнее, 25 декабря 2025 года празднуется Рождество Христово, один из главных христианских праздников, посвященных рождению Иисуса Христа. Это католическое Рождество по Григорианскому календарю, которое отмечают католики, протестанты, а также многие православные церкви. Например, Православная Церковь Украины, Константинопольская, Румынская, Болгарская и другие, перешедшие на новоюлианский календарь. В Украине с 2023 года официально Рождество перенесено на 25 декабря, и Православная Церковь Украины празднует его сегодня. Праздник сопровождается семейными ужинами, подарками, колядками, в зависимости от традиций, и церковными службами. С Рождеством Христовым вас, друзья! Чуть не забыл вас поздравить, хотя я публично это все выкладывал. Но личные поздравления тоже нужны. Merry Christmas, да. Все христиане мира празднуют Рождество 24-25, а в России 7. Да, 7 января Рождество на России.
В Греции тоже 25 декабря. Угу. Ну ты так не пались, Старскладь. Мы теперь знаем, что ты в Греции, да. Хотя я думаю, ты все-таки в России. Ну, могу ошибаться. Одна из самых отвратительных разновидностей лжи – молчание. Франсуаз Саган. Так, мы уже 75 минут в эфире. Короче, на России движуха, да. Все боятся сказать, что Россия проигрывает. И одновременно боятся сказать, поддержать до конца. И все такие сочкуют потихонечку. Прямо нас, да. Лайк, шумите надо. Коацеешь. Так, Асан, почему на Кавказе так триггерит людей от елки? Ментов ставят вокруг, чтобы ее радикалы из местного населения не сожгли или еще что-то. Но опять же, это речь идет ведь о той самой пропаганде. Почему вот тот же там радикальный ислам там и все это. Это все пропаганда. Все нам навязывается, все нам рассказывают, что вот, если мы поставили елку, то все, мы там предали там Бога и так далее. Вот ведется такая работа. И знаешь, конечно, вины в этом нашей нет, да, мы в этом смысле были не защищены от этой пропаганды и полностью находимся, да, в руках террористов, которые захватили нас и делают с нами, что хотят. И в том числе манипулируют нашим сознанием и нашим мировоззрением под видом якобы там, защиты мусульман там, и так далее, и так далее. Поэтому очень жаль, что мы скатились до этого состояния. Конечно, им для этого пришлось убить более 250 тысяч наших граждан, остальных просто заставить замолчать, убивая родственников. Но мы боремся с этим и будем разоблачать это. Не бойтесь елки, еще раз говорю вам. Не бойтесь, елки не бойтесь. Бойтесь тупости, глупости, которую нам навязывают, чтобы нас представить дикарями, понимаете, самыми настоящими. Вот так это они могут подначить кого-то, могут. Просто взять пацанов, сидят они в интернете, там, раз, им накидал немножко. Он не знает, кто ему говорит, но сейчас-то уже можно понять уже. И геноцид совершили, и уже столько разоблачений про это ФСБ, про эти российские методы. Но сейчас-то уже можно понять и не вестись на это. Сидит какой-то непонятный чувак, пишет тебе,
и иди сделай это. И ты сидишь как баран, слушаешь его. Ну, это просто, это уже, это сверхидиотизм уже. Это даже не идиотизм. Это больше, чем идиотизм. Слушаться. Сейчас-то мы уже все должны понимать это. Так что, ну, такие вот дела. Китайцы тоже пилят елки на Дальнем Востоке. Да, и китайцам они нужнее, чем россиянам, да. Так, давайте вернемся к нашему голосованию. ВСУ полностью освободят Купянск в ближайшее время. Да, 34%, нет, 66%. Проголосовало 1306 человек. 1306. Ну, 2/3 считают нет. Ну, я так, ну, в принципе, у меня столько зрителей из России. И знаете, когда вот резко перепады бывают, вот что у меня 1000 смотрят, потом резко 700, потом 500, потом опять 800 там скачет. Это они таким образом сбивают алгоритм YouTube, чтобы наш видео не смотрели. Они заходят, боты заходят одновременно, там, бот какой-нибудь с компьютера, как будто зашло там 200 человек, 500 человек, они пишут, они находятся там 10-20 секунд и уходят. И таким образом они показывают Ютубу, алгоритму Ютуба, что это видео неинтересно. И так они валят мой канал. Это они уже делают годы, просто уже годы, бедолаги. Но это хорошо, что они так делают. Значит, наша работа ведется правильно. Значит, на нас выделяют средства, против нас борются. Это нормально. Это отлично. Ну и напоследок вам немножко еще информации о Купянске. Z-каналы кричат о критической ситуации для российской армии в Купянске. Публикации о почти полном крушении российской обороны на этом участке появились в нескольких крупных провоенных каналах. В самом Купянске обстановка, мягко говоря, хуже критической, и на Восточном берегу тоже. Оборона вооруженных сил РФ носит очаговый характер и не схлопнулась окончательно только из-за работы дроноводов на износ, пишет Рыбарь. Похожую картинку представляют и два майора. По сообщению наших товарищей, с направления убрали резервы. Наши не смогли нормально закрепиться, даже на реально достигнутых рубежах. Судя по данной карте, вооруженные силы РФ уже потеряли практически всю территорию Купянска, констатирует военный осведомитель. Путин публично подтверждал контроль над Купянском, но это вы все знаете. Короче говоря, вот вам примеры от непосредственно прямая цитата от российских Z-блогеров. Ужас просто. И вот эти дроны летят, просто смотришь на это, просто это ужас, что просто уничтожение людей идет.
Так, с начала войны 20 генералов Русни в пакетах. Да, кстати, вчера мы про 3 генералов говорили. На самом деле, ведь не только же на России их уничтожают, их и в Украине уничтожают. Путин елкам объявил войну. Да, он решил оставить россиян без елки на Новый год. В Чечне начали обязывать одного мужчину из семьи идти воевать. Скажите, пожалуйста, это правда? Ну, это правда, это давно это правда. Если кого-то берут или кого-то хотят уже забрать, и он не идет, забирают его брата, и забирают его отца, забирают всех членов, мужчин, всех членов семьи. Да? Это правда, и это не сегодня, это давно идет. Так, друзья, ну, на этом я свой стрим сегодняшний закончу, друзья. Спасибо, что смотрите и поддерживаете, как говорится. Постараюсь завтра выйти в эфир. Не обещаю, но постараюсь завтра выйти в эфир. Ну и как обычно, слава Украине! God bless the United States of America and Germany. Все будет Ичкерия, ночи Амдинду. Далмула Ичкерия Диню. Израиль Хай. Адикюэль Маш Ойль. Всего самого хорошего, друзья. До свидания.